вам хорошего вечера. Оставайтесь с радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Вот они мы, Крым Реалии. Говорим, даже немножечко показываем. Милости просим в социальные сети. Там есть видеотрансляция. Добро пожаловать туда же в социальные сети для того, чтобы форму обратной связи опробовать. Пишите нам, возмущайтесь, хвалите. В общем, все что угодно, только домен не перепутайте. Ну и кроме того, звоните к нам в студию. Милости просим в 8 800 10 06 926. Телефонные звонки, во-первых, бесплатные для крымчан. Во-вторых, анонимные. Вы знаете, о чем мы сегодня будем говорить? Говорить мы сегодня будем о тех вещах, которые, на первый взгляд, бесконечно далеко от нас. А с другой стороны, куда ближе, чем кажется. Я просто напомню, что позавчера как раз-таки агентство Фергана.ру, прошу прощения, заявило о том, что президент Узбекистана Ислам Абдулганиевич Каримов умер. При этом официальный Узбекистан, официальный Ташкент эту информацию не подтверждает и не опровергает. Известно только о том, что президент страны находится в больнице, что больница оцеплена. Известно, что несколько лет назад он уже пережил не один инсульт, и более того, одно время даже находился в состоянии комы. Но тогда все закончилось благополучно. Вот никто до конца не знает, чем окончится нынешний приступ болезни. Просто Исламу Каримову на самом деле уже очень и очень много лет. И он как раз-таки руководит Узбекистаном еще с 91 года, а до этого он возглавлял, соответственно, региональную компартию. И, казалось бы, ну, какое отношение имеет событие в очень далекой центральноазиатской стране к Крыму, к Украине? А на самом деле самое прямое, друзья, потому что, несмотря на то, что мы привыкли думать, что все крымские татары вернулись на территорию полуострова, на самом деле, по разным оценкам, на территории Узбекистана продолжают проживать, может быть, несколько десятков тысяч крымских татар. И не случится ли так, что после смерти Ислама Каримова, которая, ну, так или иначе, рано или поздно время берет свое, в стране в случае какой-то флуктуации, политической нестабильности, не станем ли мы свидетелями новой волны репатриации на территорию полуострова, уже образца 2016 года? Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить. Но для начала давайте, мы как раз подготовили небольшой сюжет о количественных показателях, связанных с диаспорами крымских татар, которые живут в том числе в Узбекистане. Давайте послушаем. 100 слов по теме. В настоящее время самая большая диаспора крымских татар проживает в Узбекистане, куда их в 1944 году депортировали из Крыма по приказу советских властей. Крымских татар обвинили в пособничестве немецким оккупантам во время Второй мировой войны. По разным оценкам, с полуострова выселили около 200 тысяч коренных жителей. Людей перевезли в так называемые спецпоселения, окруженные военизированной охраной, блокпостами, и использовали крымских татар в качестве дешевой рабочей силы. В 1948 году Москва признала крымских татар пожизненными переселенцами. Людям запрещалось возвращаться на полуостров. По разным данным, в Узбекистане сейчас проживает от 70 до 100 тысяч крымских татар. В основном местами их компактного проживания стали населенные пункты Ташкентской и Ферганской областей, а также Самарканд. Большинство депортированных крымчан спустя десятилетия вернулись домой. Однако некоторые семьи либо не располагают средствами для переезда, либо обустроили свой быт в Узбекистане и пустили корни. Крымско-татарское население принудительно выселили из Крыма 18 мая 1944 года. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной. В Украине депортация признана геноцидом. 100 слов по теме. То есть, что мы имеем? Мы имеем сегодня такой Узбекистан Шрёдингера, где непонятно, жив действующий президент или уже нет.
Мы имеем страну Узбекистан, в которой есть, по разным данным, несколько десятков тысяч крымских татар, в том числе живущих в смешанном браке там, с коренными представителями, собственно, с коренными народами Узбекистана. И мы имеем на территории полуострова, аннексированного полуострова, российскую правовую реальность, которая значительно отличается от украинской. Вот давайте как раз-таки по порядку пойдем. И начнем с вопроса о том, каким может быть транзит власти в Узбекистане. Ситуация осложняется тем, что вот какого-то такого наследственного принципа в Узбекистане на поверхности, ну, кажется, что нет. У Ислама Каримова две дочери, одна из которых, Гульнара, несколько лет назад попала в немилость. Младшая Лола, она продолжает быть, насколько я понимаю, там, союзницей отца, но, тем не менее, в центральноазиатских республиках, может быть, этого недостаточно, чтобы она унаследовала власть. С нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, добрый вечер. И вот, собственно, сам вопрос. Каким может быть транзит власти в Узбекистане, самый вероятный сценарий, на ваш взгляд, после ухода Ислама Каримова? Да, добрый вечер. Самый вероятный сценарий – это договоренность элит и продвижение ныне действующего премьер-министра Узбекистана на пост президента страны. Это на сегодня, на сейчас базовый сценарий в транзите власти. Возможны некоторые вариации, либо обострение борьбы конкурирующих кланов, но на сегодня, на сейчас не видно, кто бы мог составить конкуренцию главе с СНБ Узбекистана и действующему премьер-министру. Опять же, вот вопрос связан с тем, насколько удастся сохранить такую постсоветскую стабильность. То есть Узбекистан в последние годы, насколько я понимаю, он был довольно-таки советским по формату государством, а более того, в котором государственная власть, которая была достаточно авторитарной, боролась с любыми проявлениями там, исламского самосознания, которые бы не контролировались, собственно, официальным Ташкентом. То есть вот насколько велик риск того, что вот произойдет вот такой вот конфликт между условными людьми, мечтающими об исламизации Узбекистана, и людьми, которые вот нацелены на сохранение светского характера правления? Но я даже не назвал бы это светский характер. Это нечто другое, да. Это персональный страх Каримова перед исламом и исламистами. Злая шутка, Ислам Каримов, да, который боится ислам. Но родовая травма начала 90-х, когда исламисты бросили ему вызов, и персонально он почувствовал угрозу от них. И он пронес эту персональную травму и сделал ее государственной политикой. Правильно или нет, это решать гражданам Узбекистана. На сейчас вся оппозиция, и светская, и религиозная в Узбекистане, пребывает в абсолютно маргинальном состоянии. При этом надо сказать, что информации с регионов довольно мало, но даже при такой ситуации мы, в общем, знаем, что религиозная жизнь параллельная государству, не оппозиционная, как бы параллельная, существует. И суфийские, например, пиры, шейхи, они довольно сильно влияют на общественное мнение на локальном уровне. Насколько это может взорвать страну, я не думаю, что это произойдет сейчас на фоне смены власти. Узбекистан, с одной стороны, напоминает закатанную в асфальт площадь, но с другой понятно, что под этим асфальтом зреет нечто, что может превратиться в кровавый пункт. А при каких условиях оно может превратиться такая... вот в этот кровавый коктейль? При соблюдении каких условий вот этот вот кровавый сценарий нестабильности может проявиться в Узбекистане? Я думаю, что это довольно уникальное будет стечение обстоятельств, когда начнется внутриэлитная борьба, вряд ли на фоне смены президента, возможно, позже, когда
новый президент не сможет обеспечить всех гарантий, и ту стабильность, и ту предсказуемость для региональных и других кланов, с одной стороны. С другой стороны, на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и, в частности, торговых отношений с Российской Федерацией, поскольку в России ситуация не улучшается, а ухудшается, и активизации процессов на границах с Узбекистаном. При этом в течение обстоятельств возможен взрыв. Понятно. То есть, условно говоря, сейчас при самом неблагоприятном исходе для Ислама Абдулганиевича транзит власти, по вашему мнению, скорее всего, будет мирным и, скорее всего, будет, происходить по накатанной, а возможная эскалация будет происходить позже, опять же, если у новой узбекской власти не останется достаточно средств для того, чтобы обеспечить все группы интересов вот этими самыми ресурсами. Да, я скорее вижу ситуацию таким образом. Понятно. И последний вопрос. Мы понимаем, что сам Ислам Каримов, он выходец, если не ошибаюсь, из самаркандского клана, но при этом есть ташкентский клан, есть бухарский клан, хивинский. Этот региональный аспект конкуренции между разными региональными элитами в Узбекистане, он является серьезным фактором, который нужно брать во внимание, или он вторичен? Я думаю, что на самом деле он вторичен, он играет роль, безусловно. То есть люди, принадлежащие к одному клану, действуют солидарно и помогают друг другу в продвижении своих интересов, своих людей и в улучшении доступа к ресурсам. Но на самом деле есть примеры того, как происходит выпадание из кланов, как непосредственный интерес трансформирует лояльность к определенному клану тех или иных деятелей. И их нельзя абсолютизировать или принимать как постоянную данность. Понятно. Спасибо. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, объяснял нам, что будет в Узбекистане после, например, случая ухода Ислама Каримова с поста президента в силу тех или иных причин. Я напомню, друзья, что мы всматриваемся в Узбекистан не просто так, потому что по разным оценкам там продолжают проживать несколько десятков тысяч крымских татар, которые в конце 80-х, начале 90-х годов не репатриировались в Крым, в силу разных причин, может быть, смешанные браки, может быть, налаженный быт и так далее, и так далее. И их судьба, безусловно, волнует, собственно, и крымчан, и граждан Украины, граждан материковых областей Украины. И насколько вероятна новая волна репатриации в случае неблагоприятных событий, неблагоприятных сценариев для Узбекистана, мы будем говорить с членом Меджлиса крымско-татарского народа Искандером Бариевым. Искандер, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, может быть, вы внесете ясность, когда мы говорим о крымских татарах, которые остались жить в Узбекистане, в Центральной Азии, какими цифрами мы должны оперировать? По нашим данным, обычно Меджлис крымско-татарского народа по тем данным, которым мы владеем, мы предположительно говорим о том, что речь идет о порядка 100 тысяч крымских татар, которые остались на территории Узбекистана. Насколько я помню, в последние годы, уже с конца 90-х или даже в нулевые, поправьте меня, если я ошибаюсь, процесс репатриации, он с каждым годом падал. То есть, насколько я понимаю, что такого интенсивного потока уже не было. Более того, это были разовые, условно говоря, переезды, когда 3-4 семьи в месяц или в полугодие, или все-таки поток в последние годы до аннексии он был более интенсивным? Дело в том, что основной поток крымских татар из мест депортации, он приходил на 1989 год до 1995 года, потому что сама динамика там роста была. Но в связи с тем, что с экономическим положением, как в Республике Узбекистан, так и в Украине, в связи с развалом Советского Союза, в связи с тем, что людям стало сложнее жить, этот поток
поток стал уменьшаться. И кроме того, я считаю, что одним из факторов было и то, что в Крыму, в Автономной Республике Крым, очень было тяжело решить вопрос с получением земельного участка или с получением жилья, или с приобретением жилья. И в Узбекистане как раз-таки осталась та часть населения, которая по социально-экономическим причинам не имела возможности вернуться в Крым. Но при всем том, эта часть людей все-таки имела желание вернуться на историческую родину. И поэтому, говоря о сегодняшней ситуации, мы все прекрасно понимаем, что с уходом диктатора всегда можно ожидать в стране, где царила диктатура, могут быть нестабильные процессы, соответственно, борьба определенных планов, политических элит, учитывая ментальность узбеков, потому что я там вырос, я, в принципе, понимаю все эти процессы, то я думаю, что, и учитывая, что президент Каримов делал все, чтобы нейтрализовать и вытеснить представителей демократических сил, и в том числе было очень сильное давление на различные исламские движения, такие как Бутахрир, такие как Вахаби и ряда других. Были действительно там преследования постоянные в этом плане. Ну и было правильно сказано Сергеем Даниловым, что это связано и с соседями, где, скажем, с Киргизстаном постоянно на границе возникали определенные проблемы. Я думаю, что в ближайшее время не стоит ожидать резкого какого-то взрыва, хотя социально-экономическое положение у граждан Узбекистана достаточно низкое и достаточно сложное. Поэтому мы видим, что в основном узбеки семьями выезжают за пределы Узбекистана для того, чтобы зарабатывать на то, чтобы прокормить свои семьи. При всем том, я думаю, наиболее нестабильным регионом будет все-таки Ферганская долина, потому что для Ферганской долины в первую очередь характерно то, что это самая густонаселенная территория Узбекистана. Еще и в советские времена это было так. Ну и кроме того, что именно с Ферганской долины начинались различные течения и различные процессы, в том числе исламские течения. Поэтому я думаю, что все-таки будут определенные процессы нестабильности, тем более вопрос именно преемника, он не урегулирован, потому что на это претендовала дочь Ислама Каримова на должность президента. При всем том, мы же знаем, какие там были интриги, какие были процессы. Но что касается с нашей стороны и заботы о соотечественниках, то и говорили еще и до аннексии Крыма, до оккупации Крыма, что крымские татары, которые проживают в местах депортации, у них есть желание возвратиться на историческую родину, и мы должны делать все, чтобы обеспечить этот процесс. И сегодня, продолжая эту тему, мы опять же говорим о том, что крымские татары, которые хотели бы вернуться на историческую родину, они могут, мы должны создать условия, чтобы они могли вернуться на неоккупированную часть, скажем, Украины, которая находится на приграничной территории с Автономной Республики Крым. Понятно. И, кроме того, мы должны на самом деле предусмотреть все возможные варианты событий для того, чтобы нашим соотечественникам, и я опять же напомню слова первого президента Украины, который заявлял о том, что все крымские татары находятся под защитой, патронатом украинского государства. Поэтому, я думаю, мы должны будем совместными усилиями сделать все, чтобы наши соотечественники, я говорю о крымских татарах как о, скажем, потенциальных украинцах, да, потенциальных гражданах Украины, чтобы они были в безопасности и при необходимости, чтобы мы могли их принять. Понятно. Спасибо. Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, вот говорил о том, что до 100 тысяч крымских татар продолжают жить в Узбекистане, что
в случае эскалации какого-то насилия, нестабильности на территории этой Центральноазиатской республики, они могут как раз-таки рассмотреть вопрос о репатриации. Он говорил о том, что, возможно, Украине следовало бы принять их на неоккупированную часть, но я понимаю, что для очень многих крымских татар, безусловно, вообще идея возвращения на историческую родину, а именно на территории полуострова, по чьей бы юрисдикции, в каком бы статусе он сегодня не находился, она довольно-таки важна. Но украинское миграционное законодательство, оно довольно отличается от российского. И вот как именно, что ждет человека, который, например, заявит о своей готовности вернуться из Узбекистана, имея паспорт гражданина Узбекистана, на территорию полуострова, опираясь на то, что его семья была там выселена, отправлена в депортацию в 1944 году. Вот какая судьба его ожидает в российском миграционном ведомстве? У нас есть 4 минуты, и на связи Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие». Светлана Алексеевна, добрый вечер. Вот какие вообще формулы взаимодействия российской миграционной службы с гражданами там, СНГ, которые хотят вернуться там, на историческую родину? Ну, во-первых, сложности испытывают даже русские, этнически русские, которые хотят вернуться в Россию. Сложностей этих чрезвычайно много. Вот буквально у меня сейчас на приеме женщина русская, у которой муж азербайджанец, и он не может здесь, она российская гражданка, к тому же еще, он не может здесь оформить документы, потому что он Рифат Оглы по азербайджанскому паспорту и по какому-то еще документу Рифатович по свидетельству о браке. Ну, по-моему, всем известно, что Рифат Оглы это значит сын Рифата, а Рифатович это то же самое. Но, тем не менее, есть проблемы. Проблем чрезвычайно много. И, честно говоря, Крым вообще фактически закрыт. И я бы не советовала сегодня вот человеку, который захочет репатриироваться, сейчас репатриироваться в Крым, потому что у крымских татар, которые живут в Крыму, жили в Крыму, сейчас чрезвычайно много проблем из-за того, что не до конца оформлены документы на право собственности, не было регистрации, которая в Украине была необязательной, а у нас судят о постоянном проживании исключительно на основании этой регистрации. И мы все время сейчас стараемся таким людям помочь и с не очень большим успехом. Поэтому я бы такого совета не давала людям возвращаться сейчас в Крым сегодня на эту вот нашу непризнанную российскую территорию. Скажите, а вообще, насколько я понимаю, то есть правильно ли я понимаю, что Федеральная миграционная служба Российской Федерации, она как бы не особенно готова принимать распростертыми объятиями соотечественников из других бывших союзных республик, которые там помимо своей воли когда-то семьями туда были выселены? Ну да, вот я вам говорю, что даже это относится к этническим русским. И уж, конечно, Крым это одна из таких территорий, куда наверняка не захотят принимать и не принимают людей, вот, имеющих намерение получить российское гражданство и жить в России, именно жить в Крыму. А процедура получения российского гражданства, какие основания с точки зрения российского законодательства являются основаниями для получения, для претендования на российский паспорт? Ну, у нас, во-первых, трехступенчатая система. Сначала человек считается временно пребывающим, потом временно проживающим, получает РВП, потом вид на жительство и только потом гражданство. Это может занять 8 лет, если все развивается нормально, а может занять и еще больше времени и может вообще не реализоваться. И для того, чтобы получить вот это вот первое, перейти на первый этап в направлении гражданства и постоянного проживания, это вот разрешение на временное проживание, нужно уложиться в квоту, нужно получить эту квоту. Каким образом эти квоты распределяются, никому не известно, хотя, в общем, довольно понятно как. Когда что-то ограничивается, оно становится объектом коррупции, безусловно. Понятно, и вот да. получить эту квоту очень тяжело. Без квоты могут получить РВП только супруги и очень близкие родственники граждан России. Понятно. Спасибо вам большое, Светлана Алексеевна. Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», рассказывала о сложностях в российском законодательстве миграционном, о тех препонах, с которыми сталкиваются граждане бывших советских республик, желающие переехать на территорию Российской Федерации или тех территорий, которые Российская Федерация считает своими.
вот, в силу каких-то закономерных причин. Друзья, ну так или иначе, вот эксперты сходятся на том, что транзит власти в Узбекистане будет мирным, но это не значит, что так будет всегда. Это не значит, что мы не должны заглядывать вперед. Тем более, что будущее приближается к нам очень быстро, со скоростью 60 шагов в минуту. Ну а мы за ним точно так же быстро следим. Мы — это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.